Ранее мы говорили о том, что джинны могут поразить с глазом или завистью. Теперь следует поговорить и о других вещах. С глаз животных. Да, с глаз животных. Имам Ибн Каим писал, что иногда взгляд некоторых змей может сглазить, как об этом сказал пророк, мир ему, говоря о двух видах змей, с двумя полосками и бездетную. С двумя полосками — это та, у которой на спине две черные линии, а бездетная — это та, у которой короткий хвост. Они ловят взгляд и становятся причиной выкидыша. Если они станут смотреть на человека, у него может пропасть зрение. У этой змеи настолько сильный глаз, что она способна ослепить человека, а также стать причиной выкидыша у женщины, если она вдруг увидит эту змею. Кто-то может спросить, а как это объяснить? Это объясняется с глазом этих двух видов змей. Итак, поражение с глазом животных. Есть сообщение, переданное от Ибн Аббаса, в котором он говорит: если вы встретите этих собак, обычных собак, то киньте им что-нибудь из еды, потому что у них тоже есть нафс. Это понятно? Киньте им что-то из своей еды, потому что у нее тоже есть нафс. То есть, если я сам ем, я должен что-то дать и ей. Под собаками подразумеваются как собаки, так и хищники в целом. Историки в своих книгах упоминали, когда говорили о персах о Древней Индии, что у этих животных и хищников тоже есть нафс. Поэтому человек должен дать и ему, если он пришел к нему во время еды, чтобы человек не ел, а он стоял и смотрел. Все мы знаем домашних кошек. Обычных домашних кошек. Эти вещи вы сами можете наблюдать. Когда мы были маленькими, моя мама всегда, когда резала мясо или курицу, отрезала кусочек и давала двум кошкам. А я говорил: мам, зачем ты отдаешь мясо? И она мне отвечала: если ты не дашь, она укусит тебя за руку. У нее тоже есть нафс, дай, чтобы она не смотрела. Когда я вырос, я понял, почему. Если вы едите и рядом стоит кошка, она поднимает и опускает голову вместе с вашей рукой. Каждый раз, когда вы поднимаете руку, она смотрит вслед за ней, правильно же? И если ей дать маленький кусочек, она займется собой и уже не будет смотреть, что я там ем. Иногда, когда они сами подходят и начинают мяукать, люди начинают их прогонять. В Судане я видел один вид кошек. Я тогда был там с визитом. Там есть такие известные кошки, которые подходят так порядочно и постукивают лапкой. Это в столовых, этих кошек там много, и они притоптывают лапкой. Не мяукают, а притоптывают. Если ей кинуть, она перестает, а если не кинуть, ударит тебя лапой и уйдет. Итак, у вот таких животных тоже есть нафс. Также это касается и прислуг. И особенно сегодня. Раньше люди придерживались традиции, что прислуга, или, например, домработница, или кто-то в этом роде, должен первым поесть еду перед тем, как принести ее гостям. Ты первый пообедай, а потом подавай обед нам. И когда он подавал еду, ставил все на стол, он сам был уже сыт. Но если бы он сам не ел и поставил бы всю еду на стол, то что бы он мог подумать? Подумать, что всю эту еду съедят, и мне ничего не останется. Смотрел бы, как они едят рыбу, и думал: ну хоть голову мне оставьте. Смотрел бы, как они едят мясо, и думал, что ему не останется ни кусочка. Один салат остался. Его взгляд будет прикован к еде. Сегодня времена поменялись. И прислуги едят остатки со стола хозяев дома. Поэтому было много случаев, когда я читал рукью или делал дуа, и у некоторых случался приступ. Они падали в приступе. Когда я некоторых спрашивал, отвечали, что да, не могут больше есть мясо. Или не может что-то другое. Один чтец сказал ему, что у него сихр проклятия, другой сказал, что это сглаз по причине этого мяса. Или это сглаз по причине чего-то из этого рода.
Итак, сглаз может поразить и от других творений, например, животных, которые имеют такую способность, области которой поражает сглаз. Таких много. Поражает разум. То есть поражает разум человека. И даже студента могут поразить. Поразить его память или его сообразительность. Я знаю, что я говорю. Вам нужно быть к этому готовым. Кто-то может сказать, но ведь я не такой уж и умный. Однако в ваших странах о вас говорят как о братьях, учащихся в Медине, профессорах и докторах. Вас могут поразить с глазом из ваших же стран. Хотя вы, может, и учитесь на средние оценки, понимаете? Итак, с глаз может поразить память или ум человека. Открывает книгу и засыпает. Это один из признаков. Также и постоянные головные боли. Какие-то проблемы со зрением. Надевает очки по указаниям врача. Во время экзамена выучивает все наизусть без проблем. Но на самом экзамене смотрит и не понимает. Начинает отвечать с ошибками. Не дописывает ответ до конца, а после говорит, как же я мог забыть это, ведь я же знаю это как суру Аль-Ихляс. Или может случиться что-то другое, очень странное, не по его вине. Он на все вопросы ответил полностью правильно, но в результатах показано, что у него слабая оценка. Он идет, чтобы узнать почему, и оказывается, что при проверке баллов допустили ошибку. Иногда встречаются такие случаи, которым мы сами удивляемся. Некоторые говорят, что послали свои дипломы и документы, и все дипломы и документы пропали. Каким образом? Может потому, что он был умным. Некоторые совсем теряют рассудок. Сидит, и как будто бы он ничего не воспринимает, не понимает ничего вокруг. А на самом деле он очень умный парень. Но в один миг становится как самый глупый человек. Или же его одолевает сильнейший сон или нежелание учиться. Неестественное нежелание. То есть он всегда был в первых рядах учеников. В классе он всегда готов. Он первый отвечает, первый пишет и понимает лучше учителя. Но через некоторое время он становится как те, кто сидит в конце класса. Все эти вещи и частое зевание, особенно во время повторения или перед зачетами, все эти вещи и боли в глазах, боли в руках, в суставах, все это признаки. Также с глаз может поразить и неодушевленные предметы, неживые предметы. Например, ваш стол, ваш компьютер, вашу машину. Понимаете? Также может поразить растения и их плоды. Человек заходит к другу в сад и говорит, я даже и не думал, что у него такие пальмы. Какие же у него пальмы и финики? Не упоминает Аллаха, и все это может пропасть. Все засохнуть. Такое иногда случается. У некоторых людей такое случилось. Также с глаз может поразить и животных. Как сказано в хадисе, он кладет верблюда в кастрюлю. Кладет верблюда в кастрюлю. Также избивает на землю птиц. Также он действует и на человеческое тело. Например, человек высокий, человек с гладкой кожей, без волос. Или женщина с красивыми глазами, с красивым лицом. Таких причин много. Была одна сестра, которую поразил джин Ягуд. Тоже по причине сглаза. После длительного лечения и после того, как она читала суру Аль-Бакара 7 раз в день, он ослаб. И сказал, что он зашел потому, что сглазили ее брови. Как это? Что в них такого? У этой сестры были густые брови. Он сказал, что одноклассница сказала ей, твои брови как ковер. Вы поняли? То есть сравнила брови по густоте с ковром. Вот тогда он зашел. И оставался в ней около 2 или 3 лет. Он не выходил и не ослабевал, пока она не стала читать Аль-Бакара 7 раз в день. Также я хочу сказать, мои братья, я написал книгу под названием «Сура Аль-Бакара Рукья». Это мой ответ тем, кто говорит, что сура Аль-Бакара не является рукьей. Некоторые студенты так и говорят. Один шейх сказал, да, он так сказал, но пророк мир ему все разъяснил. Дом, в котором читают Аль-Бакара,
Что с ним? Шайтан не приближается к нему 3 дня. Итак, я читаю ее дома. Это же руки моего дома. После этого кто-то пишет, что руки для дома не бывает. Но это же слова пророка, мир ему. А влияние последних 2 аятов или аятуль-курси, разве они не из сура Аль-Бакара? Я написал эту книгу по этому вопросу. Итак, с глаз оказывает влияние даже на тело, на внутренние органы, даже на почки. Я помню одного брата, у которого были серьезные проблемы с почками. Около 2 лет он ждал, пока ему сообщат, что для него достали почки за счет государства. Должны были заменить обе почки. То ли от другого человека, одну из них. Он рассказывал, что по воле Аллаха ему позвонили уже через 2 месяца. У него была соседка, и у нее была та же проблема. И она ждала свою очередь 2 года. Когда она услышала, что ему достали за 2 месяца, она сказала: «Я 2 года ждала». А ему за 2 месяца сделали, и те почки, которые ему поставили, отказали. То есть, посмотрите, эта женщина сама больна. Но, по-видимому, позавидовала этому брату за то, что ему сделали быстрее. И его поразила зависть. Некоторые люди не обращают внимания на то, что это может быть из-за сглаза. Или же экзема на коже, еще какие-то болячки. Поэтому я говорю, поражение с глазом – это удивительная вещь. Иногда человек не может даже понять этого. Одного брата тоже поразили, кажется, я уже рассказывал о нем. Я выкладывал его историю в одном из видео. Молодой человек ведет себя как сумасшедший. Я говорил, что может поразить рассудок. Его привел отец, он кричал и дергался. 27 лет от роду. Я читаю ему, а он кричит мне: «Твое чтение – пустая трата времени». Когда мы закончили чтение, я спросил у отца, что же произошло. Он сказал: «Мы были у Каабы. Мой сын сидел и делал дуа». Мимо него проходил пакистанец с 2-летним ребенком, страдающим параличем. И он сказал моему сыну: «Сделай за него дуа». Он сказал: «О Аллах, вылечи его», и этот ребенок встал. Удивительно, сделал дуа, и тот встал. Люди слетелись и начали показывать: «Это он, это он». В этот же момент его сын встал, набрал стакан воды замзам и стал поливать из него ковры в мечети. В один момент. Мы сами смотрели и не могли понять. Подошел охранник и спросил, что происходит. Он ответил, что он очищает ковер замзамом. Охранник ему запретил, а он продолжил. Его взяли и увели. Он начал дергаться, и его заломали. А я стою и смотрю на него, он же разумный человек. И тогда я закричал: «Мой сын сумасшедший!» Он ответил: «Ничего подобного». В общем, я пошел разговаривать с охраной, и мне сказали: «Дай обещание не приводить своего сына в мечеть в таком состоянии». Я подписал, взял сына и ушел. Итак, я читал ему. Все это воздействие с глаза. Но вместе с глазом зашел джин. И он сказал мне: «Подобных людей мы не оставляем. Таких людей мы пускаем под откос». И он пролечился больше года. У меня и у других людей, пока Аллах его не излечил. То есть иногда мы сами удивляемся, как и где этот сглаз может поразить человека. Одного человека поразили сихром прямо в заповедной мечети. Кто-то скажет: «Да нет, это невозможно». А я скажу, что одному сделали сихр через замзам. И потом кто-то спрашивает шейха, и ему отвечают, что все они лжецы, ссылаясь на то, что невозможно представить сихр в воде замзам. Я отвечу, что пророку, мир ему, сделали сихр. Это не замзам, это сам пророк. Спрашивает, что? Человек должен говорить с доводами. А не я спросил одного, мне сказали то-то, другого мне сказали еще что-то. Возьми слова шейха, покажи их чтецу и спроси, какой у тебя довод. Что святее, замзам или пророк? Пророк, и все равно же сделали сихр. Сестра, которой сделали сихр, и тот брат, чья мать была колдуньей, сказали, что она принесла замзам и положила в него сихр. И все мы в курсе о тех или иных видах сихра, которых очень много. Иногда это касается возраста человека, и такое бывает часто. Такое часто делают женщины. Например, у одной женщины или мужчины спрашивают: «Сколько вам лет?» Ахмед, он отвечает: «Мне, например, 40 лет». Но выглядит он как 20-летний парень. «Вам 40? Вы выглядите так молодо». Но ходит он сутуло.
наклонив голову. А некоторые женщины говорят: «Шейх, я себя чувствую, как будто мне 60 лет». Человек должен об этом знать. Также и в личной жизни. И это тоже случается часто. В семейных отношениях. Например, женщина спокойно живет со своим мужем. И если честно, на это жаловались еще до вас и до того, как я побывал у вас в Албании. И особенно часто это происходит у египтян и разных других народов. Когда они собираются вместе, египтяне или суданцы, они всегда жалуются. «Шейх, у нас такие родственники и все такое». Или, например, одна женщина спрашивает другую: «Как твой муж?» «Нормально». «Не бьет?» «Нет, не бьет». «Муж мне покупает». «А вчера мы с ним пошли погулять». Потом были в ресторане, поели дорогой ужин. А после этого дня ни ресторана, ничего либо другого. Никакого платья. Берет и рвет ее платье дома. Одна такая, мои братья, рассказала мне. Они собрались с женщинами и начали разговаривать. Мужья всех этих женщин их когда-то били, кроме этой одной женщины. Ее спросили, она сказала, что он ее никогда в жизни не бил. Никогда? Да, никогда. Хвала Аллаху. В этот же самый день на Иша вернулся ее муж. Вошел и без разговора ей отвесил. Дал ей ладошкой, потом сразу начал извиняться. «Извини, я сам не знаю, почему я так сделал». Вот такие тяжелые случаи бывают. Вражда между мужем и женой. Или, например, она говорит, или, например, он сам говорит: «Моя жена мне так готовит, делает мне то и это, всегда прихорашивается передо мной, слушается. Если провинится, попросит прощения, а второй все слушает. Ну, давай еще расскажи». Потом он идет к своей жене и говорит ей: «О Аллах, одари меня женой, как у моего друга. А что в ней такого?» И начинает жене рассказывать о жене своего друга. В этот момент он может поразить ее с глазом, жену этого своего друга. А его жена, которую он описывает, жену друга, может поразить ее завистью. Поэтому даже у вас в стране, будь это в Албании, Македонии, в таких больших собраниях, обязательно случаются подобные вещи. Сколько семей было разрушено по причине таких разговоров, а также по причине обсуждения за спиной и надсмешек. Пусть ни один из вас не надсмехается над другим. И даже женщины. Где рождаются подобного рода сплетни? На собраниях. Поэтому я всегда говорю со всей серьезностью. Говорю это всем сестрам. Если ее подруги собираются на подобных женских собраниях с пустословием, я советую туда своих жен не отпускать. Вы скажете: «Мы не такие». Я отвечу, что это касается не только вас. Сколько раз мы слышали о том, что женщины собираются и обсуждают разные вещи. Эти туфли за 60, а эти за 50 и разные подобные разговоры. Затем начинаются разговоры за спиной, а заканчивается с глазом и завистью. Также это влияет и на нравы. Сколько я видел людей, чей нрав поменялся, они стали грубыми в один момент. Неестественная злоба. Человек говорил: «Сказал Аллах, сказал посланник», а стал ругаться и выражаться некультурными словами. Что могло с ним случиться? Возможно, его поразили с глазом, если это явно на нем проявляется. С глаз также может влиять и на уровень религиозности, на соблюдение религии человеком. Человек выстаивал ночи и часто читал Коран, давал милостыню, но его поразил сглаз, и он перестал все это делать. И чаще всего это по причине сглаза джиннов. Также сглаз поражает красоту и внешний вид, это известно. Теряется красота. Сестра говорит: «Шейх, я была светлой, а теперь я стала темной». «Шейх, у меня были пышные, мягкие, темные волосы. Теперь они стали серыми, стали редкими». Тоже может быть сглаз, это проясняется при лечении. Также может влиять и на доходы. Много таких вещей, на которые может влиять поражение с глазом. Лечение. Как лечится сглаз и зависть? Кто может рассказать?
Как лечить сглаз и зависть? Во-первых, если известен тот, кто поразил, что от него требуется? Нет, первым делом, если известен сглазивший. Вы знаете кто, что вы делаете? Просите его сделать омовение. Пророк мир ему сказал, когда один сподвижник поразил другого: «Кого вы подозреваете?» И велел ему совершить омовение, способов которого указано несколько. Приносят таз, начинают туда делать омовение, полощут рот, омывают ноги, колени, а также в некоторых версиях пояс на талии. Снимают пояс и опускают в эту воду. Затем обливают этой водой тело больного или выливают на него со спины. Неожиданно. Но в наше время, если вы возьмете и прольете на человека воду без его ведома, он может сильно испугаться. И случится противоположное. Поэтому лучше дать ему ею омыться. В некоторых версиях сообщается, что он выпил несколько глотков, немного отпил, затем помылся. Если сегодня сказать «выпей», человек подумает: да в ней же помылся другой человек. Он же полоскал там рот, вода же после этого стала грязной. Ему говоришь: это лечение, он отвечает: нет, я не могу. Сегодня распространены разные инфекции, может быть, в его слюне была какая-то болезнь. Тогда пусть он просто помоется и все. Итак, первое, что следует делать, помыться водой после его омовения. Что следует делать потом? Следующий способ. Он не захотел, пророк мир ему повелел ему сделать омовение. И это вы обязательно должны понимать, потому что вы в будущем будете имамами в ваших странах. Когда вы рассказываете эти вещи, то людям следует объяснять, что пророк мир ему сказал: если вас попросят сделать омовение, сделайте его. Если кто-то попросит вас сделать для него омовение, вы должны подчиниться повелению пророка, сделать омовение и отдать ему воду. Если вас попросят это сделать, сделайте. То есть дайте ему воду после омовения. Хорошо, а если я не смог достать? Основа в лечении из глаза – это омыться этой водой. Но он может ответить: я не дам тебе воду от своего омовения. А есть люди, которые, скорее всего, рассердятся, если сказать им: дай мне свою воду. Даже выгонят вас. Что тогда делать? Второй способ. Взять его след. Надо взять что-то от него самого. Шейх Утхаймин и другие говорили: это может быть шапочка, может быть футболка, что-то, что прилегает к телу, с его потом или его слюной. Но нельзя использовать запретное, например, мочу, или кал и все такое, потому что лечиться нечистотами не дозволено. Что-то, в чем осталась его слюна, остатки чая, финиковая косточка, надкушенный финик. Подобные вещи вы можете взять, положить в большой объем воды и пролить ее на себя. Или же взять, например, эту шапочку и помочить ее в воде. То, что найдете, опустите в воду. Его футболку или что-то еще, а затем облейте свое тело этой водой. Также еще можно сделать следующее. Протереть место, на котором он сидел, или место, до которого он дотронулся рукой. Некоторые специально пожимают руку, затем моют эту руку в большом объеме воды и затем проливают ее на себя. Также еще один способ, который применяли раньше. Приводят человека. Одного брата поразил сглаз в его мечети. Нет, я не о себе. Сглазили в его мечети. Он упал на глазах у людей. И один человек в мечети сказал: «Братья, спокойно, не выходите, прежде чем подуете на него». Его усадили возле дверей, а каждый, кто выходил из мечети, дул на этого человека. И после того, как один из прихожан дунул на него, все прошло. Человек, который на него подул, был известен на районе своим дурным сглазом. Он начал оправдываться, мол, я не специально, и его успокоили и проводили из мечети. Это срабатывает, но есть еще и неправильные методы. Подобное применяли раньше, и об этом были спрошены ученые. Люди приводили сглазившего, клали на землю и читали по нему погребальную молитву.
Говорили, что с глаз проходит. Ученые ответили, что ичтихад, конечно, делать можно, но в тех вещах, которые не классифицируются как обряды поклонения, потому что тогда это поклонение. Каждый намаз делается только в определенном случае. Хотите обливаться водой или соком, пожалуйста, но поклонение должно выполняться только строго по правилам. У погребальной молитвы такие тоже есть. То есть подобные нововведения вводить нельзя. Возьмите что-то от него и помойтесь. Хорошо, этот след, который я от него взял. Или его вода. Можно ли это разделять на части? Да, так можно делать. Потому что иногда человек моется и чувствует облегчение, но все еще болеет. Тогда он повторяет эту процедуру, и ему становится еще легче. Через 3 или 4 раза он чувствует себя уже по-другому. Бывает, что человек может поразить целую семью. Тогда можно взять большой объем воды, разделить ее на части по числу членов своей семьи, и одна часть для обрызгивания квартиры. Некоторые люди просто моются. Но мы должны спрашивать, что вам сказал этот человек. Ну, он сказал, что у нас красивый дом. Обрызгайте дом. Когда некоторые так делали, они видели в доме большое количество муравьев, какой-то неприятный запах, или лампочка внезапно лопнула. Но не по причине проводки, а сама и внезапно. Хвала Аллаху, надеемся, что все это прошло. Некоторые обрызгивают и машину. Каждый раз с ней что-то случается. Итак, вам нужен след от этого человека, но если его нет, то есть вы не смогли никоим образом что-то от него получить, нужно прибегнуть к чтению Корана. Это, конечно, не означает, что Коран нельзя читать изначально. Начинайте читать 2 последние суры. Суру Аль-Фатиха, аяты из суры Аль-Бакара, аяты из Корана о взгляде. Да, на это нет строгих далилей, но есть слова, например, Хасана Аль-Басри, что аят «неверующие готовы заставить тебя подскользнуться своими взглядами» говорит о сглазе. Некоторые говорили, что аят «почему, войдя в свой сад, ты не сказал так пожелал Аллах» против сглаза. Также можно читать аяты, в которых речь идет о зависти. Затем дуа. Вас кто-то поразил сглазом и сам уехал в свою страну. Что вам делать? Он же уехал. Как взять его след? Говорим: «О Аллах, отведи сглаз, коснувшийся меня от этого человека». Хорошо, но если я не уверен, что именно он меня поразил этим сглазом. Ведь в тот вечер или в тот день у меня в гостях было 4. Делаем дуа: «О Аллах, если меня коснулся сглаз от вот этого, то отведи его». «О Аллах, если меня коснулся сглаз от второго, отведи его». И таким образом. Некоторые отвечают, что когда я произношу имя именно этого человека, я чувствую ту самую боль. И если спросить, вам скажут, что именно этот человек, бывший в гостях, именно он всегда все обсуждает, всегда смотрит на всех. Люди на него постоянно жалуются. Можно ответить: делайте и дальше это дуа, пока не проявятся симптомы и не пройдут по воле Аллаха. После этого это первые 3 способа. Но если, например, у вас нет никаких подозрений в том, кто вас мог поразить, вы, например, не помните, что случилось в университете, или вы были на свадьбе, и там с вами случилось что-то подобное, и вы не знаете, кто это мог быть. Также следует понимать, что поразить вас мог и джин. Тогда пациент должен лечиться аятами Корана, лечиться чтением Корана и делать много дуа, а также и незапрещенными методами лечения. Есть такие методы лечения? Кто знает? Дозволенные методы. Замзам для того, для чего его пьют. Выпиваем с намерением вылечиться. Черный тмин – лекарство от всех болезней. Да, дождевая вода. Смесь руми, то есть все, что не запрещено. Сидр, даже соль в некоторых случаях. Также и квасцы. Можно также применять мед, кровопускание, многие другие вещи, как оливковое масло, также и кристаль гинди. Иногда бывает, что человек использует эти вещи и потом видит что-то во сне, например. Один брат говорил: «Шейх, я видел во сне», он был сильно болен. Я увидел во сне 2 парней, светлые, с бородами и красивые на вид.
Они мне сказали: возьми столько-то имбиря. Я взял, у меня случился понос, и из груди что-то вышло, после чего все прошло. Поэтому случается и так, что Аллах приводит к ответу на вашу просьбу. Иногда человек может увидеть во сне и то, как именно вылечиться. Некоторые рассказывают, что просили Аллаха показать, как избавиться от сглаза, и увидели аят-аль-Курси. Одна девушка рассказывала, что видела и слышала во сне, как она повторяет: если мы пожелаем, то лишим их зрения, и тогда они бросятся к пути. Но как они будут видеть? Начала повторять, и каждый раз стала чувствовать себя все лучше, пока не вылечилась. Видите? То есть можно использовать незапрещенные виды лечения, и, как видите, от них также есть польза. Есть один вопрос, очень важный, касающийся лечения, а именно окуривания. Есть фатвы, которые были даны по этому вопросу. Будьте сейчас внимательны, братья. Некоторые это запретили, а другие дозволили. И по этому вопросу я лично спросил шейха Фаузана год назад. Он спросил, кто дал эти фетвы. Я ответил: постоянный комитет, шейх Ибн Баз. Фатвы по окуриванию. Раньше люди таких вещей не знали, не окуривали ни черным тмином, ни квасцами. Потому что эти вещи не имеют отношения к сглазу. Прошли годы, и шейх Ибн Баз дал фатву. Есть ее запись. И сказал, это дозволено. Шейх Ибн Джибрин сказал также. И вы, шейх, тоже сказали. Я? Да, вы. Есть ваша фатва, записанная на аудио. Мы, чтецы, ее у себя сохранили. Некоторые братья спросили вас: шейх, есть некоторые чтецы, прописывающие вещи, которыми пациент должен себя окуривать. Это чтецы, а больные, понятно, приходят к чтецу из-за сглаза и зависти. Итак, это вещество называется накд. Накд – это название, которое придумал один из чтецов. Смешал там некоторые травы и дал ему такое название. Окуривание им. Шейх ответил: я не знаю, что такое накд. Но если это дозволенные вещества, то, как сказал Ибн аль-Каим, в этом нет проблем. Когда я сказал шейху эти слова, он промолчал. Я сказал: шейх, сегодня люди говорят, что те, кто использует окуривание или хильтит, являются шарлатанами. Есть книга Фатава Захабия, переведенная на английский, французский и индонезийский. Переведена здесь у нас. Люди уже 18 лет пользуются этой книгой. Люди, следующие правильному пути, сунни. А сегодня мы собираем в сборнике фатвы, в которых нас называют нововведенцами и шарлатанами. Шейх промолчал. Поэтому некоторые люди так и делают. Но шейх же сказал, что это нововведенцы, и лечение хильтитом проводят только шарлатаны. Почему? Дайте нам довод, шейх. Или же говорят, что это деяние колдунов. Хотя известно, что хильтит – это лекарство от очень многих болезней, и им пользуются наши деды и прадеды. Этот хильтит мы называем больницей. Даже на Западе стали говорить, что им можно лечить свиной грипп. Они показали хильтит и заявили, что им можно лечить свиной грипп. Это у них на сайте. Также из него делают лекарства, помогающие при опухолях. Он сам по себе дозволен, но его запах очень противен. И все же некоторые считают, что его использование харам. Когда спросили шейха Ибн База, он дал фатву. Был спрошен шейх Ибн Баз по поводу дозволенности окуривания хвостами, травами или листьями в случае поражения. И он ответил: не дозволено лечить сглаз вышеупомянутыми способами, потому что эти вещи не являются причиной исцеления сглаза. К тому же путем окуривания этими вещами человек может намереваться вызвать джиннов и попросить их вылечить больного. Эту фатву шейх дал 30 лет назад. Затем, после того, как шейх узнал у чтецов некоторые из этих вопросов, ему задали этот вопрос еще раз. Есть некоторые чтецы, которые выписывают травы из магазина специй, которые кладут на уголь и окуривают ими больного. Окуривают ими комнаты в доме. Например, квасцы и подобные вещи. Что вы скажете, шейх? Он ответил, что если это действует, то нет в этом проблем. Фатва поменялась. Раньше это использовали шарлатаны, но когда выяснилось, что это помогает, он сказал: нет проблем, ведь почти вся медицина основана на опыте. Если выясняется, что те или иные вещи действительно помогают, путем опыта, будь это окуривание, или натирание, или прием жидкости, если опыт показывает, что это действует, то нет проблем. Медицина не ограничивается шариатскими доводами. Некоторые говорят, что дайте довод. Это не всегда так. В Рукье
принимается иджтихад. Также и медицина. Но есть условия, чтобы вещество не было связано с нечистотами, и чтобы не было само по себе запретно. И если вещество из дозволенных, его можно использовать и получать от него пользу. Поэтому, когда некоторые говорят, что руки ограничиваются доводами, мы отвечаем, что это не так. И если вы считаете, что нужны доводы, то вы обязаны придерживаться своего мнения. Что означает «требуются доводы»? Хочу услышать от этой стороны. То есть нельзя делать иджтихад и следует ограничиваться лишь текстами Корана и Сунны. Требуется довод означает, что я не стану делать, пока не увижу аят или хадис. У Зухра 4 раката, и на это есть довод. И таким же образом они будут требовать довод на то, что аятами сихра дозволено лечиться. Есть ли такой довод от пророка, мир ему? Нет такого довода. Или, например, скажут, где довод на вывод грамматических правил. Пророк, мир ему, их не выводил. Понимаете? Некоторые лечатся сидром. Есть ли на это довод? Нет такого довода. И все же те, кто придерживаются этого мнения, говорят, можете попробовать то или это. На основании какого довода? То есть, если вы скажете, что требуется довод, вы сможете лечиться только тем, о чем сказано в аятах и хадисах. И читать больному вы сможете только те аяты, которые названы рукьей в аятах и хадисах. Поэтому в этих вопросах, которые я и хочу разъяснить, нельзя давать свои фетвы, пока не узнаете, что по этому поводу в своих фетвах сказали ученые и что об этом говорили люди знания. Итак, мы имеем некоторые дозволенные вещи. Воду замзам, черный тмин, оливковое масло, мед, хиджама, окуривание, как уже сказали, некоторые травы, сенна и другие вещи. Кто знает, что такое сенна? Мекканская сенна. Мекканская сенна упоминается в хадисах. Шейх Альбани по поводу их версий говорит в сильсиля сахиха. Некоторые из них подкрепляют другие. Лечение от всех недугов. Пророк, мир ему, сказал, это лечение от всех недугов, кроме смерти. Так же, как и черный тмин. И эта вещь очень действенна как против сглаза, так и против сихра, и даже физиологических заболеваний. Также и прижигание. Прижигание. Да, пророк, мир ему, запретил делать прижигание, но в некатегорической форме. Это не было запрещено полностью. Также и обычные лекарства. Оказывают ли они влияние на сглаз? Да, оказывают, но не во всех случаях. Однако есть и ложные представления по поводу некоторых вещей, используемых для защиты от сглаза. Вы видели такое изображение? Обручи, бусы. Почему я показал вам это изображение? Мы все знаем, что надевать что-либо ради защиты от сглаза недозволено. Но сегодня можно найти в продаже и даже у вас в странах. Эти и подобные изображения к нам приходят из Турции. Синий камень с рисунком в виде сглаза. Их вешают для отвода сглаза. Но иногда наши жены или дочери приходят на рынки и покупают их, потому что они красиво выглядят. Возможно, они надевают их просто без всякого предубеждения. Но ведь она надевает вещь, которая является символом. Символом ширка, да упасет Аллах. Понимаете? Поэтому мы должны это понимать и обучать этому все общество. Вы вернетесь в свои страны и должны будете предостеречь людей от ношения этих вещей, которые символизируют защиту от сглаза, или же защиту от сихра, или даже символизируют иную религию, или иные взгляды. Вы должны об этом знать. Таких изображений очень много. Я вам сейчас показал несколько. Также вера в определенные вещества. Черный тмин, квасцы, соль, травы. Шейх, сейчас вы сказали, что лечиться травами можно. Да, это так. Но есть ложные представления, например, что черный тмин можно положить в мешочек и повесить над дверьми. Или соль насыпать в мешочек и положить в свою комнату. Якобы против сглаза. Понимаете? Таким образом нельзя, а просто использовать без этих убеждений, потому что это воздействует. Это другое дело. Но подвешивать их подобно оберегам, эта религия ислам не поддерживает. Вот этот брат был поражен сглазом из-за своей бороды. Он говорил, что вышел из дома. Шел пешком.
как мимо него проехал человек в машине. И, завидев меня, прямо высунулся из окна машины. Всем телом высунулся из машины. Тут же мою бороду будто бы что-то схватило. И она стала твердая, как бревно. В один момент. Итак, на этом снимке, на верхнем снимке, борода поражена, а на втором уже после исцеления. Также есть и видео. Это изображение поражения с глазом на бороде одного нашего уважаемого брата. Как мы видим на нем, его поразил сглаз от некоторых людей, потому что его борода довольно длинная. Пусть Аллах вознаградит его за следование сунны. И она превратилась, как это видно, подобно, не знаю, видно или нет, но трогая похоже на кусок дерева. И как вы видите, выглядит она вот так. Итак, вы видели, как волосы становятся похожими на канат. Как волосы обретают такой вид. Та часть, которая была ниже, это он около месяца пытался ее развязывать. Она до низу вся была такая. Как только я чуть распутывал, завязывалась опять. Так как же его вылечил Всевышний Аллах? Он сказал: шейх, я постоянно делал истихфар и саляваты на пророка, мир ему, все свое свободное время. Просил прощения и призывал благословения на пророка. Этот человек праведный и посещает мечеть. Но его это коснулось, и хвала Аллаху, что только на бороде, а не на чем-то еще. Эта женщина тоже была поражена с глазом по всему ее телу. Поражение с глазом по всему телу. У этой женщины был свой дом, она была богатой женщиной. И она отдала его для нужд давата, как это звучит на нашем языке, пусть воздаст ей Аллах благом. Кто-то зашел в ее дом, посмотрел, да ладно. И все ее тело поразило. Я вам показал только одно место, это она в больнице. Я читал ей, а она просто плакала, и все. Я прописал ей слушать запись о сглазе. Всего через 2 дня все это у нее прошло. Конечно, такое случается редко. Может, спросите, сколько раз такое случалось? Я отвечу, что за всю мою жизнь, может, раза 4, когда человек вылечился от такой степени за день или 2. В большинстве случаев это забирает намного больше времени. Аллах ее вылечил, и врач, который следил за ее состоянием и был сам из-за границы, сказал, что ее лечение должно было продлиться минимум полгода, чтобы поправиться, потому что все ее тело было поражено. Но причиной являлся сглаз. Итак, это то, что я хотел рассказать по поводу сглаза.